район Усть-Кута, Иркутская область, деревня Верхнемарково. 40 метров над землей. Сейчас покажу, где находимся. Деревня или село Верхнемарково. Здесь вдоль этих холмов течет знаменитая река Лена, по которой ходят суда со всяким грузом до Якутска. И с Усть-Кута до Якутска назад в летний период. В зимний по зимнику ездят фуры, возят. Все возят. От мала до велика. До доширака. И до серьезных двигателей. Не знаю, попадалось несколько раз. Большие двигатели везде. Вот такая мачта. А здесь еще есть 100-метровая. Надо мне текать, дождик там идет. Завтра полезу на нее. Надо снять вот эту антенку маленькую, которая висит посередине, и повесить ее на нашу мачту. Вокруг тайга. До Якутска 2000 километров. Или 2500 отсюда. От Усть-Кута до Верхнемарково 135 километров. Путешествие наше начинается с Иркутска в 1100 километров и проходит через такие города Иркутской области, как Ангарск, Тулун, где год назад было сильное наводнение, Братск и Усть-Кут. Из пройденного участка в 1000 километров на окраине города Усть-Кут асфальт заканчивается и начинается так называемый зимник Усть-Кут-Якутск, который начинает действовать в холодное время года. Обычно его открывают в середине декабря по конец марта. Но оставшиеся 100 километров с конца Усть-Кута до Верхнемарково по зимнику можно проехать круглый год. Гравийная дорога временами очень хорошая.
Поселок Верхнемарково расположен на левом берегу реки Лена. История поселка неразрывно связана с историей села Марково, располагающегося на противоположном берегу Лены. Годом основания села Марково считается 1669 год и использовалось в качестве места ссылки. В 1724 году в деревне насчитывалось 4 двора. Вокруг деревни стали появляться новые поселения, такие как Мысово, Глухово, Заярново, Оболкино, Мироново, Матвеево, Елань. Большинство из них к настоящему времени исчезло. Уже в 1816 году открылась школа, первая на территории Ускутского района. До середины 20 века Марково стало крупнейшим селом в округе. Здесь была построена и церковь. Это центр Верхнемарково. В состав Верхнемарковского муниципального образования входят поселок Заярново и село Марково. Численность населения 2255 человек. Тут проходят праздничные мероприятия, находятся магазины, почтовое отделение и детский сад. Бурное развитие Верхнемарково как поселка началось в 1960-х годах с началом геологических изысканий и добычи углеводородов. То есть местоположение поселка находится там, где есть нефть и газ. В 1962 году в Верхнемаркове забил первый фонтан нефти, прозванный Марковским фонтаном. На разведку месторождения была направлена нефтегазоразведочная экспедиция. В поселке начали появляться специалисты-переселенцы, которые приезжали с разных уголков СССР. Поселок начал разрастаться, строилось все больше домов для их постоянного жилья. В 1968 году появилась школа, ее перенесли с Маркова.
До конца 2011 года электричество в Верхнемарково было нестабильным. Жители иногда сидели при свечах по 2 недели. Из-за этого в каждом доме есть печка, которая выручала в такие моменты, когда отключалась электроэнергия. Почти полвека энергию для освещения вырабатывали авиационные двигатели, которые часто выходили из строя. Новую электростанцию планировали строить еще в 80-х годах прошлого века. В 2011 году подстанцию построили в течение 9 месяцев и подключили к действующей линии электропередач Верхнемарково-Киринск.